Микро-быстрое интервью. Да. О, держите, да, супер. Так, Айжан, спасибо, во-первых, что вы меня пригласили выступать. Мы очень рады, что вы согласились. А как я могла не согласиться? Это же так круто. Это же очень круто. Это для меня такой вызов. Я не знаю, я должна справиться обязательно с этим. Конечно, только так. Так, как пойдемте. иначе. Мы сейчас с Айжан идем. Я, представляете, за эти сутки переделала презентацию и говорю, Айжан, надо срочно туда в организацию, чтобы другая презентация, потому что я поняла, что та не очень неправильная. Нет, та была тоже хороша, просто когда видео, да, оно динамичнее, будет просто прекрасно. Да, Ларис, я уверена. Вот сейчас пойдем технически проверим, что все нормально, и готовимся к выступлению. Сегодня третий день выставки. Какие успехи у кыргызского павильона? Так, успехи хорошие, успехи отличные. Мы приехали вообще на выставку большой делегации. У нас 16 туркомпаний, санаториев, курортов, отелей. Вот. И большой популярностью пользуется наш выставочный стенд национальный. Он получился очень красочным, привлекательным, и наши великаны-батыры, наши прекрасные, красивые девушки очень привлекают посетителей. Вот. Мы рассказываем о нашем турпотенциале, и все пользуются большим спросом, да, наши услуги, поэтому все удивляются, насколько прекрасна наша страна, и в этом году мы ждем огромное количество из России туристов. Ждем. Все сделаем, чтобы их встретить должным образом, чтобы они потом всем говорили, надо ехать в Кыргызстан, надо. Так, ребят, вот так выглядит сцена, буквально через несколько минут начнутся. Здравствуйте. Извините, я блогер, поэтому всегда с камерой. Отлично. Вы здесь работаете в организации, да? Да, именно. Скажите, вы были когда-нибудь в Кыргызстане? Ни разу не был, но очень хотел бы побывать. Мы вас приглашаем. Я думаю, что после моего сегодняшнего выступления вы не сможете туда больше не поехать. Я абсолютно уверен в этом. Альжан, знаете, какой у меня принцип? Если человек встретил уши свободные, значит, нужно ему рассказать про Кыргызстан обязательно. Все верно. Даже если этот человек отвечает за видео, на видео. Отлично, отлично. Мы точно так же делаем. Так, народ сейчас собирается, их здесь будет людей очень много. Все будет хорошо. Ребят, вот такой красивый павильон у Кыргызской республики. Здесь представлено 16 туристических компаний, которые предлагают свой турпродукт. Такие красивые великаны и девушки встречают гостей. У меня, смотрите, целая упаковка моих листовок, которые я сейчас буду раздавать. И рекламировать себя буду. Ну что остается нам делать? Нам остается только рекламировать себя и Кыргызстан. Приходите, пожалуйста, в час на мое выступление на большую сцену. Я представляю Кыргызстан. Молодой человек, приходите, пожалуйста, на мое выступление в час. Я там буду рассказывать про Кыргызстан. Я блогер, видите, поэтому я все время все с камерой. Очень интересно буду рассказывать, наверное. Ну, приходите поддержать. Здесь по QR-коду можете найти мой YouTube, Instagram, Telegram. Если захотите в Кыргызстан, я для вас организую невероятно крутое путешествие. Спасибо, обязательно. Спасибо. О, люди улыбаются, работает. Ребята, что вы ищете? Мы ищем что-то интересное. Смотрите, вы нашли интересное. Кыргызстан – это самая крутая страна, в которую вы можете поехать в 2023 году. Приезжайте прямо вот такой веселой компанией. Там очень круто, там нереально круто, я вам говорю. Я там 2 года уже тусуюсь. Спасибо. Девушка, скажите, пожалуйста, что вы ищете? Знаю, присматриваюсь. Вы для себя путешествия смотрите? Вы знаете, какое самое крутое направление в 2023 году? Кыргызская республика, Кыргызстан. Значит, главное говорить, это нереально круто. Это... Молодые люди, что вы ищете? Мы уже все нашли. А что? Мурманскую область рекламируем. А вы сами рекламируете? Сами. Вы какие молодцы. Я была у вас, кстати, в Териберке и в Мурманске. Мне очень понравилось. Зовите всех. Да, я тоже всех зову. А знаете, куда я зову? Я зову в Кыргызстан. Приедем? Напишите, что вы с выставки, я вам такую скидку сделаю, а закачаетесь. Мы приедем. Все, супер. Это реально... Нет, слушайте, это реально... Все, чтобы когда лучше летом, наверное, да? С мая по сентябрь шикарно. Самое время. Я вам говорю, там очень круто. Серьезно, вот, ребят, не под запись, очень круто там, серьезно. Ой, какая я активная, капец. Мне бы выступление свое не пропустить. Вы нашли человека, который вам сейчас нереально крутую идею подаст для... Я вам серьезно говорю, я сейчас не смеюсь. Смотрите, вот это я. Да. Я блогер, ютубер. И это нереально крутое направление. Еще мало кто про него знает, поэтому в этом году это просто будет открытие. Я вам серьезно говорю. 2 года, 50 роликов на ютуб я сняла. Да, смотрите, какой у меня бильдымчи. Это все оттуда. Класс. Национальный кыргызский элемент, да. Супер, спасибо. Все, приходите. Они очень серьезно что-то говорят. Моя концепция серьезные вещи
продавать супер несерьезно, на лайте, на позитиве, на, понимаете, на максимальном... Ведь человек должен увидеть меня и понять, вот я сейчас приеду в Кыргызстан, и там будет так же круто. Что я хочу вам этим показать? Смотрите, мне 37 лет, но мне не страшно подходить к людям. У меня нет вот этого чувства завышенной важности, что я сейчас не могу подойти, кому-то себе предложить. Нет, подхожу к молодежи, говорю, молодежь, что ищем? Что, давайте, в Кыргызстан поехали. Кыргызстан самая крутая страна. Молодежь надо туда звать. Там самая крутая страна. Здравствуйте. Ой, так, Ольга, вы были в Кыргызстане? В мечтах была, да. Вот так нет. Возьми. Листовка у тебя уже моя есть. Молодец, саламат с избы. Я тебе говорю. Саламат, шилык, жакши. Красивый бельдемчи. О, молодец. Представляете, это моя подруга Ольга. Она уже знает, что такое бильд. Оль, молодец. Я надеюсь, я не войду в сводки твои. Конечно, ты войдешь в сводки. Оля-ля. Оль, А теперь я надеюсь, не войду. ты знаешь, я тут так активно раздаю вот эти свои Слушай, контрамарки. А я на работе... Я, короче, стояла около индусов, там плясала. Там так весело. Может, еще возьмешь на работу, если там раздала? На, возьми еще. На, возьми чуть-чуть еще. Раздай. Привет! Это у меня группа поддержки подъезжает. Настоящие путешественники. Хемингуэй. Хемингуэй, не говори. Так, прекрасный кадр. По-моему, я начинаю выходить из себя. На паузу. Чтобы на меня на паузу нажать? На тебя, да. Организованы промышленные такие туры. О том, как путешествие меняет жизнь после посещения Кыргызской республики, я приглашаю на сцену Ларису Гулину, тревел-блогера.